Приветствуем всех наших соотечественников. Герой России Раф Ихсанов с нами в студии. Приветствуем вас. Расскажите о себе, откуда вы родом и что связывает вас с татарской нацией. Здравствуйте, Алмаз. Я родился в республике Башкортостан, Альшейский район, деревня Нижняя Аврюзова. Это моя родина малая. А сейчас проживаю в Москве. По военной службе так уж получилось, что сегодня я в Москве, а так военная служба предполагает службу во многих регионах тогда Советского Союза, сейчас России, во многих субъектах. И служил во многих регионах. И вот сегодня обосновался в Москве. Что вы знаете о своих корнях, о предках, да, все-таки иметь татарские корни, наверное, почетно для вас? Похвалюсь, что мы вместе с историками создали родословную своей деревни Тубянь-Аурыс, Альшей района Тубянь-Аурыс, и свою родословную моей семьи, моих предков, чем немножко горжусь. Это очень важный момент для нас. Мы узнали, что наши предки когда-то около 300 лет назад переехали с Касимского ханства, оказались в республике, тогда еще на территории Башкортостана. Это такая история очень для нас важная. Мои предки были мещеряки-казаки, они защищали южные рубежи Российской империи. И потом уже, когда отпала такая необходимость защищать территории, они стали земледельцами. И поэтому мы свою родословную хорошо знаем, передаем своим детям. Мы гордимся. Почему важно вот это знать, по-вашему? Для чего это нужно? Не знаю почему. Это у нас внутри исторически. Словами это не объяснить, это надо знать. Вы говорите, и гордиться своими предками, чем они занимались, как они передавали свою культуру, свои традиции. И мы, в свою очередь, должны своим детям и внукам передавать, рассказывать. Да, создавались деревни как раз на фоне этого, вы же говорите. Создавались деревни. Ревизские сказки, это архивные документы, мы изучаем, и я знаю, там, допустим, как наша фамилия произошла. Один из наших предков носил имя Ихсан. Очень хорошее имя такое, да, мусульманское. И потом это в то время так было, что имя превращалось потом в фамилию Ихсана. Вот эти вещи мы знаем, гордимся своими отцами, дедами. Мы знаем, как они воевали Великую Отечественную войну. Даже знаем немножко про Первую мировую войну. Поэтому это надо все знать, соблюдать все эти традиции, культуры. И вот сегодня, которое мероприятие, съезд, конгресс, Всемирный конгресс татар, съезд проходит сегодня на территории в Республике Татарстан. Я считаю, что это очень и очень важные события для татар. Я с таким воодушевлением, меня когда пригласили, я очень обрадовался, воодушевлением приехал, здесь общаюсь с друзьями, новые знакомства и деловой круг такой тоже очень для нас очень что, важен. по-вашему, объединяет татар, да? Потому что все-таки такая нация, которая старается держаться вместе, в любом случае поддерживает, где бы ни были, да, на каких бы должностях не работали. Вот в чем уникальность, по-вашему, татар? Вот так уж я не могу сказать, что татары очень сильно друг друга поддерживают. Наоборот. Нет, не наоборот, слово наоборот не подходит. В этом смысле мы немножко слабоваты. Нам надо, наоборот, еще больше, крепче объединяться, друг друга поддерживать, не забывать свой язык обязательно. И я горжусь теми татарами, которые у себя на своих малых территориях, где они обитают, проживают, они открывают какие-то школы татарского языка, поддерживают свою культуру, традиции. Вот это очень важно.
И я бы наоборот сказал, давайте еще больше объединяться, еще больше друг друга поддерживать, потому что немножко демографическая ситуация у нас, я думаю, не очень на высоком уровне, да, если вот было бы кому передавать эти традиции, было бы кому язык свой передавать, да, вот. Надо, чтобы побольше детей рождались у татар. Это очень такой момент. А новое поколение готово к тому, чтобы перенять вот это все? То есть интересует ли их своя история, своя нация, то, с чем они живут? Я думаю, очень даже интересует. Приходится мне проводить и уроки мужества, и встречаться с молодежью, в том числе татарской молодежью. И хочу сказать, что в Москве, столице нашей родины, России, да, там есть такие объединения чисто татар. Наши ребята объединяются, общаются, стараются поддерживать вот свой быт, культуру, стараются перенять вот опыт. Такое в Москве есть. Это очень важно. Наверное, надо дальше это все развивать, помогать им, поддерживать. Так что молодежь сегодня очень даже активно в этом деле участвует. У них востребованность такая появилась. Это чувствуется. Это вот не какие-то там пафосные слова. Допустим, если сравнивать лет 20 назад, вот когда только Советский Союз развалился, да, вот Россия, новая Россия, тогда это все было очень слабо, очень так поверхностно. Сейчас, вот сегодня, чувствуется, что молодежь, татары хотят быть вместе, объединяться, смотрят, берут пример с Татарстана, с Башкортостана, потому что в Башкирии тоже очень много татар проживает. И такое у нас тесное такое проживание. И вот что-что, а молодежь сегодня совсем другая. Они вот, допустим, я знаю много молодежи, которые не пьют, не курят, их тянет, не тянет, они приобщаются к религии, вот, к исламу. Очень важные моменты, очень позитивные моменты, на мой взгляд. Это радует. Важно ли говорить на татарском языке? Потому что многие начинают терять свой язык, да, они помнят, что они татары, но не говорят на татарском языке. Нужна ли эта практика? Это, наверное, ключевой момент, очень такой основной момент. Не будет языка, мы как народ, татары, можем затеряться среди других народов, если не будем знать своего языка. Вот я, например, человек военный, жил в татарской деревне, родился в татарской деревне, Башкирии, повторяюсь, да, учился в русской школе, потом как военнослужащий вот, переезжал постоянно. Естественно, мы своим детям, хотя в семье всегда разговариваем по-татарски, но так уж получалось, что они татарским общаются мало. Ну так уж получилось, потому что они все время с нами переезжали, общались с другими ребятами других национальностей. Ну, может быть, это и даже вот наш недостаток, что мы не смогли им так вот привить этот татарский наш родной язык. Ну, сейчас хотим восполнить наши недостатки и хотя бы с внуками в этом смысле заниматься, прививать им в первую очередь язык. После от языка пойдет все, и культура, и традиции, и все остальное. Ну, внешние факторы, они как раз отвлекают от всего этого. То есть, проживая не в Татарстане, вот можно ли полноценно говорить о том, что, прививая язык, мы можем сохранить в них культуру, традиции, или все-таки в Татарстане немного попроще с этим делом? Ну, вот в той же Москве, да, в других регионах, где не так много татар проживает. Вот как с этим справиться? Ну, все же от нас зависит. Вот я же знаю, прошлый конгресс я тоже принимал участие, и там приезжали татары, например, из других государств, там Америка, Япония. И смотришь, они выступают, они разговаривают так на очень хорошем татарском языке. И это очень приятно. Значит, они смогли сохранить язык.
они передают это своим детям, внукам. То есть от нас все зависит. Если мы захотим это, у нас получится. Ну а если вот так вот будем относиться к своему языку поверхностно, равнодушно, тогда ничего не получится. Поэтому не обязательно жить в Татарстане, можно жить где-нибудь далеко в Сибири, но все наши традиции соблюдать, тогда все получится. Ну и о героизме хотел бы поговорить с вами, с человеком, да, который имеет такую награду, такое звание. Вы как считаете, вот мы говорим о молодежи, опять же, да, о наших татарах, о будущем поколении. Вот для них нужны герои сегодня? И кто является для них на самом деле героем? Да, это же не те люди, которые там каждый день там мелькают по телевизору, каждый день говорят там о чем-то, а как раз те татары, которые добились в своих отраслях, в своих областях, пусть то врач, да, учитель, это же те люди, как раз те герои. Вот вы на своем примере показываете, что все-таки, да, можно быть героем, достичь своего уровня в своей профессии. Вот хватает ли таких людей и нужны ли они для детей? Конечно, нужны. Герои есть. Они в нашей среде. В основном настоящие герои, они скромные, действительно, вы правильно говорите, они не выпячивают себя, они скромные. Прежде всего, надо быть примером, самому быть примером для других граждан, для молодежи. Вот это самый, наверное, такой момент. Надо прежде всего с себя начинать. Героев у нас много, и в военной среде мы знаем очень много героев татар, которые проявили себя и в Великой Отечественную войну, и в других войнах. И сейчас они проявляют себя, я имею в виду профессиональные военные. Но не надо забывать, что в других сферах очень много героев, которые тоже достойно представляют татарский народ. Мы их знаем. Мы гордимся ими, и всегда для молодежи, конечно, нужны не кумиры, которые вот надо вот прямо вот, а есть люди достойные, с которых можно брать пример, учиться, перенимать у них знания, опыт. Вот это очень важно. Вы являетесь таким примером. Успехов вам. Спасибо за ваши слова, пожелания и в целом мысли о нашем народе. Спасибо большое.